Сәлем, мен атым Дінмұхамед. Біз Алматы қаласындағы Сәтбаев университетінен келіп тұрмыз. Біздің командамыз аты Айгулек. Біздің жобамыздың аты браслет и трость для ориентации в пространстве слабовидящих людей. Саламатсыздар ма? Менің есімім Қанжар Сәкен Әлімұлы. Қорқыт ата атындағы Қызылорда университетінің 4-ші курс студентімін. Мамандығым органикалық заттардың химиялық технологиясы. Жобамның аты күріштің қауызынан кремний диоксид және де аморфты кремний алу технологиясы болып күріш сабанның қаншама тонна қалдықтарын өртеудің орнына біз оны игі мақсатта, яғни целлюлоза жасауды жөн көрдік. Бұл целлюлоза бізде қарапайым өзіміздің қолданыстағы А4 кеңсе тауар болып табылады. Ну, скорее всего, это будет не единственный наш проект через 5 лет, если все будет идти довольно удачно. Я так думаю, даже ни один, ни второй, возможно, ни третий проект мы уже сможем создать и, так сказать, совершить. Вообще, да, ПЛК это по сути является мозгом всей системы, автоматизированной системы, но все прикладные, то есть его аддитивные части, то есть как это в нашем случае это чиллерная, а в любом другом случае это может быть конвейер, это может быть манипулятор. То есть ПЛК это мозг всех этих устройств. Но помимо ПЛК мы можем создавать еще и эти самые производства в зависимости от нужд того или иного После того, производства. как мы участвовали в проекте Мейкатон, там у нас был проект с машинным зрением, который помогал бы слепым ориентироваться в пространстве при помощи камер и беспроводного наушника. Там и зародилась наша идея. Потом, после беседы с министром, советником министра по инклюзивному образованию, мы поняли, что проблема отсутствия зрения у некоторых студентов нужно как-то решать. И вот тут мы вспомнили наш проект, в котором мы участвовали на Мейкатоне. Предложили ему это создать. На данный момент я сам лично не знаю, существуют ли такие проекты у нас в Казахстане. Однако в мире такие подобные очки, естественно, существуют. Но думаю, что... Они дороже, аналоги более дороже. Да. О конкурсе Open Space нам порекомендовал наш ментор Нурлан Агай. Вот от него мы и узнали. После первого контрольного этапа о том, что мы сможем продвигать наш проект. Конечная цель это создать прототип. Для нас сейчас самым важным является это создание прототипа и тестирование ее. А дальнейшая, прям вот самая глобальная цель это вот, чтобы наши роботы-курьеры смогли доставлять еду. Да, и для нас это, конечно, большой опыт. Ну, это какой обмен, во-первых, опытом. Много участников, много конкуренции. И для нас самих будет интересно что-то сделать. Это в дальнейшем поможет нашей какой-то профессиональной карьере уж точно. Через 5 лет. На самом деле, для такого большого проекта 5 лет это не так много. И через 5 лет, если мы сможем распространиться по Алмате и по Астане, это уже, мне кажется, будет успехом. Если роботов-курьеров будет хотя бы 30-40, мне кажется, это будет очень хорошо. И уже люди начнут к этому более серьезно относиться. И тогда уже можно думать о каком-то глобализации там, на других городах, либо других странах и так далее. Да, вот как я вижу, что при успехе через 5 лет мы, возможно, хотим выйти уже за рубеж. Потому что за рубежом такие роботы уже используются, и поэтому это будет просто приветствоваться на ура. Успешные люди. Ну, вообще, все говорят, что успех – это работа 24/7. Да, это отчасти так, я считаю, но мне кажется, 40% это удача, конечно. Когда-то Стив Джобс первый сделал компьютер, не было конкуренции и так далее, открытый рынок. Таких историй много. Мне кажется, это больше ошибка выжившего. Но успех – это 100%
по большей части это работа. Поэтому, наверное, успешный человек — это тот, кто много работает. Я согласен, что успешный человек — это тот, кто много работает, но также у него у самого должна быть какая-нибудь энергия, которую он хочет вот именно влить в какой-нибудь свой продукт и создать что-нибудь новое. И тем самым, возможно, хоть как-то э, пытаться изменить мир. У меня это, наверное, ученый-астрофизик Лоренс Краус. У него на самом деле очень интересная история. Он тоже в университете очень много пытался доказывать теории и так далее, но у него ничего не получалось. И только к 30 годам он получил признание, и сейчас он считается одним из лучших там, астрофизиков планеты. Наверное, Лоренс Краус. Для меня самым большим ярким примером является Никола Тесла. Робототехника. Я вообще с 9 класса уже понял, что поступлю в робототехнику. Выбрал технический вуз Сатпаев. Наверное, робототехника, потому что это смесь больше и инженерных наук, и IT-наук. То есть мы изучаем тот же Python, изучаем автоматизацию, изучаем инженерию и так далее. То есть это такая вот смесь. И нам, конечно, надо работать больше в этой сфере, потому что у нас есть отдельные большие корпуса по автоматизации, по IT, а нам как бы нужно это все совмещать в одном человеке. И это больше такая разносторонность. Возможно, поэтому мне это больше нравится. Почему робототехник? Я считаю, что робототехник — это универсальный человек, он может все, абсолютно. То есть он занимается металлообработкой, слесарными работами, и программированием, и электроникой. И все это он должен совмещать, все эти качества должен совмещать в себе.